И я вот, мы не просто так назвали «Звездный час». Сегодня у нас в гостях, вы знаете, кто в гостях, не буду повторяться, и ребята, администраторы, готовы поделиться своим практическим опытом и рассказать, как они работают. Поэтому я хотел бы слово передать Оксане, наш специалист по обучению. Пожалуйста, Оксана. Здравствуйте. Я выйду на сцену, раз звездный час, я думаю, нужно быть под софитами. Меня зовут Оксана Жандорова, мы с многими из вас знакомы, встречались на наших обучающих мероприятиях, с кем-то сегодня только познакомимся. На наших образовательных мероприятиях мы всегда проводим опрос обратной связи для вас, где просим заполнить форму, и там есть такой вопрос: о чем бы вы хотели еще узнать от Центра управления регионом, какие темы вам интересны. И вот один из самых частых запросов: вы просите нас, чтобы мы вас друг с другом познакомили, чтобы вы поделились опытом друг с другом, потому что всегда интереснее услышать, как устроена работа, как она налажена у ваших коллег. Поэтому мы сегодня это исполняем. Сегодня в начале Георгий Николаевич отметил амбассадоров. Вот именно с этими амбассадорами у нас сейчас будет такой небольшой формат интервью. Я прошу Юлю Смольникову выйти, пожалуйста. Это СМАК библиотека Неустроева, город Якутск. Юля, пожалуйста, присаживайтесь. Василий Иванович, можно садитесь. Расскажите, пожалуйста, вообще о себе, как давно вы работаете в этой организации «Смарт библиотеки». Здравствуйте, коллеги, очень волнительно начинать эту рубрику. Я работаю в «Смарт библиотеке» чуть больше 2 лет. И, наверное, многие были в «Смарт библиотеке», слышали про нее. Это первая «Смарт библиотека» на Дальнем Востоке. И нам повезло, у нас целая команда, да, которая занимается производством контента, организацией мероприятий. То есть это не те библиотекари, которые работают непосредственно с книгами, это вот специальные люди, которые снимают, фотографируют, делают сайты. И я как раз занимаюсь социальными сетями. Это моя основная работа. Спасибо, Юль. То есть у вас команда. Вот сейчас на экране мы видим ваш кейс. Да? Расскажите вообще о нем, что это за история, и вообще немного про свой госпаблик. Посмотрим. Amerika'dan daha gözün hayır. Mede Çin'le, Mekke'yle, Mekke'yle, Haydan'sı, Asas'tır, Bilgin'sı, Geçmiştir. У нас есть рубрика, это видеорубрика, она называется «Киноклуб». Ведет ее моя коллега, она режиссер, и она работает у нас с детишками, она постановки ставит, театр книги у нас есть. И вот она, помимо своей основной деятельности, она ведет такую видеорубрику, куда приглашает актеров, режиссеров и вот такие проводит им интерактивные игры, беседы, интервью, где они такой в простой расслабленной обстановке, с шутками, рассказывают о себе, рассказывают о своем опыте, о том вообще, как они пришли в свою деятельность, да, какие-то интересные моменты из практики. Такая очень интересная, веселая рубрика, и как раз вот снимает ее наш штатный видеограф. И в чем вообще интерес, да? В том, что мы стараемся всегда следить за трендами, в любой сфере, да, в любой нашей деятельности, мы всегда отслеживаем, что сейчас интересно, о чем говорят наши коллеги, да, вообще в Якутии. И последнее наше видео, да, было приурочено к премьере фильма как раз «All Good in Your Good». Поэтому мы сразу решили пригласить исполнителей главных ролей.
артистов Сахотеатра, чтобы они вот приняли участие в нашей рубрике, они с удовольствием согласились, очень так пошли навстречу, и чуть меньше месяца с премьеры прошло, мы вот выпустили этот видеоролик, и он, конечно же, стал набирать популярность. Мы не используем таргетированную рекламу, мы полностью вот самостоятельно продвигаем. Это и соцсети героев, да, наших видеороликов, это мессенджеры, то есть, ну, вот как отметила ранее, ВКонтакте это не самая главная наша площадка, поэтому мы используем WhatsApp тоже, да, где ссылаем ссылку на наши видео в ВКонтакте, Telegram также используем. И, естественно, это алгоритм ВКонтакте, который отмечает активность видео и предлагает его посмотреть другим пользователям. Мы уже просто радуемся, сидим, что продолжим смотреть. Вот в WhatsApp вы сказали, распространяете контент, то есть это в какие-то группы целенаправленно направляете или своим знакомым? Как вообще расходится эта история? Очень интересно. Ну, у нас по WhatsApp уже вообще очень активно все расходится, да, все знают. А так, у нас есть вообще группа «Считается смарт», она маленькая, там где-то 100 с чем-то человек сидит, но они очень активно репостят своим друзьям, знакомым, и благодаря этому мы тоже очень хорошо набираем просмотры. То есть вот эти 100 человек, они активны, они интересуются нашей деятельностью и всегда вот куда-то это рассылаются. К сожалению, там нет такого механизма, чтобы отследить количество пересылок, поэтому мы видим, что просмотры увеличиваются и примерно прикидываем, что это оттуда пришло. Спасибо, Юлия. Я думаю, очень интересно, и многие, может, возьмут себе на заметку какие-то такие фишки, лайфхаки. И еще один вопрос, наверное. Что вообще вас вдохновляет? Ну, как я уже говорила, мы стараемся следить за трендами, так как мы библиотека, мы всегда смотрим на своих коллег, да? Мы ориентируемся на федеральные библиотеки, на библиотеки республик других. Вот. Мне лично очень нравится, как ведут свои госпавлики библиотека Ямал-Итского автономного округа, это национальная библиотека, они очень классные тоже, ну, я прям советую, кому интересно, да, если кто-то из других библиотек здесь есть, посмотрите, очень вдохновляет, очень, ну, вообще на коллег, в основном смотрим, что они делают, не повторяем, но просто вдохновляемся. Ну и тренды, конечно, без них никуда. Мы проходим обучение, смотрим разборы кейсов, да, я вот недавно смотрела онлайн-лекции с Давидой, тоже очень здорово, хотя там было гибридное дело, но все равно есть что вдохновлять. Спасибо, Юль. И еще один завершающий финальный, это вопрос код в мешке. То есть вот 5 бумажек, выбирает вы, пожалуйста. Ага. Так, ну я выберу, который ближе ко мне. Ага. Самый комичный случай при ведении госпавлика. Самое смешное, наверное, бывает, когда к нам обращаются теми вопросами, которые не имеют никакого отношения к нам. Из серии «А где на 203-м?» библиотека наша 203 находится, можно сдать анализы. А когда мы говорим, ну, это же библиотека, а нам пишут, ну, в прошлом же году у вас проводили вот анализы, вы сдавали же, а вы, может, посоветуете, где еще можно сдать? Такие, ну ладно, хорошо, там у нас есть клиники разные. То есть вы не оставляете без ответа, вы направляете в какие-то клиники, которые находятся в шаговой доступности. Это здорово. Спасибо большое, Юлия. Давайте поблагодарим. Спасибо вам. Я думаю, на самом деле такое общение, и когда вы слышите опыт коллег, он реально позволяет взять для себя что-то. Это все равно, когда мы смотрим рецепт на Ютубе, как готовят пошагово, и потом это используем у себя. Так ведь? Давайте пригласим следующего амбассадора. Это школа номер 32 города Якутска, Лидия Афанасьева, пожалуйста. Можно я без микрофона и прямо вот здесь? Я тогда к вам спущусь и тоже буду без микрофона. Ну, аналогичный вопрос. Скажите, как давно вы работаете в школе? Ой, в школе уже больше 40 лет. Я являюсь директором школы, поэтому, ну, я вся в образовании всю жизнь. Это уникальная вещь, потому что
кейсу перейдем. Мы один из ваших ярких кейсов вывели на экран. Расскажите вообще, как у вас налажена работа в Госпаблике, что это, фотографии, как, что? Ну, я вообще немножко подготовилась для того, чтобы выступить сегодня. И хочу сказать следующее. Ну, во-первых, что такое Госпаблик для школы? Прежде всего, мы организация, которая через открытые каналы должны проводить политику государства. И прежде всего, вот именно это является главной целью, наверное, которую мы ведем. То есть открытость, доведение информации до родителей, доведение информации до учеников, до учителей, ну и, соответственно, до всей образовательной среды города, республики, потому что мы живем все в одном образовательном пространстве. Дальше. Вот недавно состоялся такой, как бы, не совсем, может быть, приятный, что ли, разговор, хотя были люди, которые поддерживали вот то, о чем я написала. И в частности, были такие слова, что вы директор школы, вам много платят, вот вы и ведите Госпаблик. Но на самом деле я хочу сказать, что не в зарплате дело, а дело в том, что ты любишь делать. На самом деле, конечно, нам платят директорам за все. За ведение Госпабликов, за антитеррористическую защищенность, за ведение уроков, за воспитательную работу в школе. Но при этом, вот, что дает именно Госпаблик? Это открытость, раз. Это возможность коммуницировать с разными людьми, потому что, ну, скажем, компьютер, искусственный интеллект – это одно, робот – это одно, а Госпаблик – это все-таки сообщество людей, которые объединены едиными целями, едиными интересами. И это совсем даже не подписчики, а это именно сообщество. И поэтому это очень важно. И вот я смотрю, в зале сидят в основном, но более молодые. И почему молодым дают задания, скажем, вот такого порядка? Потому что вы лучше разбираетесь в технике, вы лучше разбираетесь, наверное, вот в фотоаппаратах, лучше разбираетесь, ну, в возможностях интернет. Но при этом хочу сказать, что мне, как человеку уже солидному в образовании, помогает это быть в ритме, в тренде, помогает это быть современной и, в общем-то, шагать в ногу со временем, то есть быть вместе с вами, вот сидящими здесь молодыми людьми. Это широта интересов. И, конечно, вот когда мы приходим к каким-то вот пабликам, которые, например, вот мы видим вот сейчас перед собой, да, это насмотренность прежде всего. То есть, когда мы просматриваем паблики других организаций, мы что-то берем для себя. И в частности, вот когда мы пришли вот к данному хэштегу «Проявленные выпускники 32», где мы говорим о выпускниках нашей школы, я когда-то листала странички и нашла слово «проявленные». Оно мне показалось таким вкусным. Ну, во-первых, явиться, то есть явиться миру, явиться свету, показать себя. И, скажем, для нас, как окраинной школы, мы находимся на территории Мархи, это было всегда важным, потому что нашим детям всегда не хватает каких-то встреч, нашим детям не хватает, ну, скажем, внимания, может быть. И поэтому с удовольствием, когда мы предлагаем куда-то выезжать, выходить и осваивать социокультурное пространство столицы, они прямо вот расцветают, они приходят другими, они приходят обновленными, они что-то приносят новое. И вот эта страничка «Проявленные выпускники», она тоже стала вот такой вот проявленностью нашей социальной странички ВКонтакте, где мы говорим о наших выпускниках, которые где-то себя творчески реализовали, стали специалистами в спорте, в общественной жизни, в профессии. И действительно наши дети, очень многие, они проходят сначала, после 9 класса идут в СУЗы очень многие, и потом уже поступают в вузы. И поэтому для них, когда мы пишем о выпускниках, это им тоже очень импонирует и нравится. Соответственно, выпускники становятся
нашим сообществом. Родители, когда мы их хвалим, становятся нашим сообществом. Дети, которых мы поддерживаем, их успех, они становятся нашим сообществом. И вот вчера буквально наша учительница участвовала в конкурсе «Классный руководитель», где вышла в тройку лидеров, и мы ее очень тепло поприветствовали, и эта страница стала прямо вот такой взрывной, на которую пришло очень много подписчиков. То есть их особенно лайкают. Веду я страничку с удовольствием, потому что, невзирая на то, что, конечно, занимает очень много времени, я соглашусь с этим, и помогает мне в этом бывшая выпускница нашей школы, которая сейчас пришла работать в нашу школу советником, и вот с этого года она стала заместителем директора по воспитательной работе, Жиркова Елизавета Александровна. Поэтому вот я не одна, у меня есть помощник, и, конечно же, та информация, которую вот мы публикуем, она ведет к чему? Вот я возвращаюсь к слову «сообщество», потому что возникает действительно сообщество школы, где учителя, ученики, партнеры, вот, в общем, вот вся образовательная среда, которая есть у нас в городе, она вся устремляется вот туда, где мы размещаем свои материалы. И поэтому выпускники возвращаются каким образом? Они ведут разговор о важном, такие есть уроки в школе сейчас. Они проводят следующие уроки, которые называются «Россия. Мои горизонты», о профессиях. Это наши родители, они приходят и с удовольствием проводят эти уроки, помогают учителям. И поэтому мы хотим, вот в заключение хочу сказать спасибо центру, в котором Евгений Сафронеев. Спасибо всем, кто на нас подписался и стал нашим сообществом, потому что, видимо, мы где-то кому-то интересны. И сегодня, вот буквально, нам не хватает 4 подписчиков, 4 человек, для того, чтобы полностью выполнить условия флагманской странички. То есть у нас сегодня 996 человек в нашем сообществе. Именно людей. Поэтому спасибо всем за помощь. Это и сидящие, я думаю, в этом зале соподписчики, которые в образовательной сфере находятся. Это и наши родители, это и учителя, и даже цуровцы. Они нам очень хорошо помогали в этом вопросе. Поэтому спасибо всем, и мы работаем все на благо нашей республики и города. Спасибо за ваше выступление, но вы пока не уходите, вернитесь, пожалуйста. У нас тоже для вас есть ход в мешке. Мы для всех подготовили. На самом деле чувствуется даже в названии вашего паблика, ваша любовь к этому паблику. Называется у вас «Моя школа номер 32». Ну так прям, прям хочется обнять. Пожалуйста, один из вопросов. Они могут быть провокационными. Сколько у вас рабочих чатов в мессенджерах? Имеется в виду... Вообще вот по работе у вас в Телеграме, в WhatsApp. Можно Нет, не смогу я ответить на этот вопрос. Их очень много, потому что есть чаты, которые по управлению образования, директорские чаты, есть чаты. Вообще, на самом деле, это чат, что такое? Это мои интересы, и их очень много. И вот это все дает возможность широты взглядов, мировоззрения, и в том числе передачи это через... Но вы успеваете все просматривать? Ну, конечно, конечно. Я хочу пригласить Марию Третьякову. Ой, меня... Мария, мы с вами вместе пройдем? Да, давайте. Удобно так. Нет, я могу посидеть. А если мы говорим без микрофона? Или лучше с микрофона? С микрофона. С микрофона. У меня тоже стандартный вопрос. Расскажите, как давно вы работаете в организации, как у вас налажена работа с госпабликами? Добрый день, уважаемые коллеги. Я работаю в Якутской республиканской клинической больнице сразу после окончания, когда я вернулась на родину из Санкт-Петербурга на протяжении уже 6 лет.
Вообще я врач. А какого направления? Я заведующая отделом клинической эпидемиологии, врач-эпидемиолог. О, ну вы большое дело делали, вот пандемия, все. И наш... Спасибо, так может тут похлопаем. Вы хотели уже открыть ваш госпаблик, ваши кейсы. Можете рассказать, что это вообще, как? Вот, там был красивый слайд. Как зародилась идея? Это наша рубрика, называется «Медицинские династии Якутии». Вообще, этот год для нашей больницы юбилейный. В этом году мы отмечаем 180 лет, и когда мы продумывали наши юбилейные мероприятия, мы придумывали, что же интересного можно внедрить помимо обычного ведения госпабликов больничного, и решили создать раздел, рубрику «Династии врачей». У нас таких есть несколько, вышли уже 2 статьи, и вот одна из них про семью Тихоновых. Папа Надежды и Татьяны Николаевны, они обе работают у нас, был врачом-хирургом, их мама акушерка. И они обе врачи, и все работают у нас. Являются ветеранами ВРКБ, то есть уже на протяжении более чем 30 лет работают у нас. Я сама тоже из династии врачей, правильно статьи еще не было. Моя бабушка, известная среди онкологов хирург, Лина Савич Анполисова. Вот. И потом когда-нибудь будет статья и про меня. Конечно, мы ожидали, что будет вовлеченность, но эта статья набрала практически 10 тысяч просмотров. И колоссальный результат. Спасибо большое. Я думаю, что введение таких рубрик, которые именно о людях, про людей, как мы говорим, да, новая искренность, та самая, они действительно вызывают интерес, потому что людям интересно прочитать о тех, кто рядом, да, поэтому я думаю, это тоже такой момент, который вы можете взять себе на заметку, и, возможно, у вас появится рубрика о династии вашей организации, например. Можно добавить. Почему это здорово? Потому что люди видят врача и вообще медика с другой стороны, потому что за белым халатом стоит настоящая жизнь, настоящая история и традиции семьи. И это не какие-то сухие ежедневные факты, достижения, новости. Это вот уже более такой разговор на равных. Мы становимся более ближе к врачу. И мы считаем это очень отличным ведением. Да, это на самом деле очень хороший кейс. А что вас вдохновляет? Ну вот медик, вот вы сейчас медик без своего медицинского халата. Чем в жизни вдохновляется Мария Третьякова? Я вообще человек за идею. Мне нравится то, чем я занимаюсь. У нас отличный коллектив, очень сплоченный. Во многом это благодаря нашему главному врачу Николаю Николаевичу Васильеву. Мы реально все не такие разрозненные 34 отделения. Мы все живем в одном большом котле, всегда вместе, друг друга поддерживаем. И у нас нет команды, такой вот прям, чтобы кто-то редактирует текст, кто-то делает видеоматериалы. У нас, если я говорю, что нужно сегодня на этой неделе подать какую-то статью касаемо какого-то направления в медицине. И сразу появляются энтузиасты, отклики. В общем, это такой процесс живой в наших группах в WhatsApp. Все очень быстро работает. Я считаю, что это очень здорово, когда вы друг друга поддерживаете. Ну и последний наш вопрос, пожалуйста, тяните, осталось не так много вариантов. С каким блогером вы бы хотели сотрудничать в рамках продвижения госпаблика? Каждого блогера пригласить, вот, кто бы мог это быть? Вообще, в структуре нашей организации есть большой перинатальный центр, и практически все блогеры рожали у нас. Да, и это очень большая реклама, с которой даже не нужно сотрудничать, они оценивают доброжелательность нашего персонала, наших условий, как всех их
хорошо любят, показывают, как обращаться с новорожденными. В принципе, блогеры делают нам рекламу без просьбы. Но если бы мы захотели сотрудничать напрямую, я думаю, это была бы, может быть, Елена Амосова. Да, я думаю, что это действительно очень интересно. Иногда мы ищем блогеров, чтобы с ними сотрудничать, договариваемся, да, чтобы продвинуть паблик. А тут договариваться не нужно. Пришли, продвинули, сняли контент. Здорово. Мария, спасибо большое. Давайте поаплодируем. И мы переходим к Августине Захаровой. Августина приехала к нам из Чурапчи, детский сад Чаваранчик, заведующая детского сада, тоже интересный кейс, у нас директор школы ведет Госпаблик. И, пожалуйста, Августина. Здравствуйте, очень рада вас всех приветствовать. Я заведующая по совместительству администратора Госпаблика, веду его с самого начала. И сегодня у меня подписчиков 2800 с лишним. Всем сегодня Очень благодарна, что вы приехали, потому что дорога сейчас у нас сложная. Нужно через реку переехать, да, и, поэтому большая вам благодарность, что вы сегодня здесь. Расскажите вообще немного о себе. Вот вы заведующая детского сада. Вы давно вообще в этой сфере? Давно в детском саду? в садике давно, я 30 лет руковожу этим учреждением. По совместительству я также депутат и заместитель спикера собрания. И очень много общественной работы. Но это мне нравится вести в Госпаблике. Это работа, это новая профессия, это общественная работа. И Госпаблик я свой люблю, потому что я прошла 3 проекта. Первый проект – это Мусустер, где я приняла участие в треке «Топ-блок» и стала полуфиналистом этого конкурса. И второе, конечно, это проект «Академия». Прошла Академию Госпаблика для администраторов Госпаблика. И сейчас заканчиваю обучение в школе авторов ВК. В понедельник последний год. Вдохновляют меня мои коллеги и мои подписчики. Очень активные, и прямо они так много пишут комментариев, положительных отзывов, и мне постоянно надо на них отвечать. Если нет, они говорят, у меня подписчики и посетители из Америки, Германии, Франции, Нидерландов, Китая, Кореи и вся Россия. Всем надо ответить. Очень здорово, что вы находите для всего время. Я вообще восхищаюсь такими людьми, которые успевают все. И у вас и общественная жизнь очень насыщенная, и вы возглавляете организацию, то есть это все вплоть до хозяйственных моментов, и вы ведете Госпаблик. Я не знаю, я просто преклоняюсь на самом деле перед вами. Большое вам спасибо за этот труд и 2800 подписчиков, между прочим, поэтому... Вы сказали о том, что вам все это нравится, и вы можете сказать, что вам это придает, наоборот, энергию, и хочется еще больше что-то сделать, больше высот достигнуть? Да, конечно, это меня вдохновляет, и, конечно, хочется развивать паблик, контент сделать еще более интересным, не как у всех. И контенты все такие сухие, я смотрю, и поэтому я как-то вот каждый день пишу текст, и темы такие. У нас день воздушных шариков, у нас неделя доброты. Именно с таким позывом у нас, а у вас, чтобы была обратная реакция. И поэтому тему постов, посмотрите, у меня на странице, подпишитесь, пожалуйста. И Очень много сказать, чтобы коллеги подписались. И на самом деле очень здорово, что вы обучаетесь и хотите улучшить. Как раз таки во второй части нашего сегодняшнего мероприятия будут мастер-классы, пройдя которые, я думаю, вы и ваш контент в вашем Госпаблике, он станет, как вы говорите, не сухим, да?
потому что у нас сегодня очень интересные спикеры на самом деле. Так, ну что, QR-код на экране, все знают, что делать, достаем телефон, сканируем, подписываемся. Я хотела сказать об этой публикации, которая вызвала очень много положительных комментариев, 82, и репостов много для продвижения этой публикации. Мы знаем, что экологические тренды интересны подписчикам сообщества, и они активно поддерживают их. И не исключение эта публикация, она самая больше реакций, больше комментариев вызвала именно эта публикация. Эта публикация, мы приняли акции, всероссийской акции Бумбатова по сбору макулатуры. Нас поддержали родители, коллеги, подключились воспитанники, бабушки, дедушки, активные жители микрорайона, а также вся Россия и за пределами тоже. И самое интересное, что была неделя дана, мы по срокам не укладывались, потому что переправа закрылась. И всю неделю в детский сад стремились родители, активные жители, бабушки, дедушки тащат за собой санки полные макулатуры перевязанной. Потом мы их собирали, сортировали и создали контент, и который продвигали через репосты в социальных сетях. И поэтому она стала такая активная и много комментариев положительных отзывов получила. И как любой батл это соревнование, и соревнование по количеству данной макулатуры. И отдельная история, как мы отделили в республике нашей, Якутске, перерабатывающую компанию. Дело в том, что зимой макулатуру не принимают, и перерабатывающих компаний вообще нет, как развиться. К нашему счастью, одну компанию я нашла, и другая история, это как мы доставляли макулатуру в городе на такси. То есть участие в таких акциях, да, оно действительно освещение, именно участие, мало принять участие в акции, главное выложить об этом пост, да, в своем госпаблике. Действительно набирает много реакций. Спасибо за интересный кейс. И эта публикация стала важным шагом в популяризации именно экологических инициатив. Это еще очень большой плюс, потому что экология... И самое важное, мы эту тему продолжили, потому что эта тема актуальна. И сейчас у нас очень много набралось макулатуры, и мы должны, вот как в Казахстане, доставить вектор в городе Якутске на переработку. Здорово. То есть это разовая акция перешла в постоянную работу. Да? Отлично. Ну и последний наш год в мешке. Вам выбор из двух. Что-то очень длинное. Где на один день получили доступ к паблику главы Якутии, чтобы вы опубликовали, что чего на ваш взгляд не хватает в его паблике. Представьте, у вас оказался доступ к паблику Асена Сергеевича, что бы вы там опубликовали? Вопрос, конечно, сложный. Я бы опубликовала объявление о сборе макулатуры. Я бы опубликовала пост не о работе, о себе, а как простом человеке. Вот как каждый из нас в естественной обстановке, в непринужденной, не озабоченной, конечно, проблемами нашими. Вот такой теплый, добрый пост сделала. Спасибо вам большое. На самом деле, я думаю, это интересный тоже момент, как берите на заметку то, что можно участвовать в акциях, писать об этом и собирать столько реакций. Спасибо большое.
Пригласите его непосредственно 1000 подписчиков. Ура! И у нас Наталья Черноусова, это Юридическое управление социальной защиты, она не смогла приехать, но мы очень ждали представителей Минтруда. Можно вас, пожалуйста? Это у нас Ольга Викторовна. Можно просто Ольга, да. Ольга на самом деле сейчас про себя сама расскажет, но просто я знаю человека, как очень сильно связан с госпабликами министерства. Расскажите про себя, как давно вы работаете. Добрый день, я очень рада всех видеть. Мы очень жалко, что Наталья не приехала. Расскажу про себя, меня зовут Ольга, я работаю в Медведе уже 4 года, 5 пошел. Вот, с госпабликой, как вы сказали, да, в прошлом году получилось, когда все пришло, 8 ФЗ, все было тяжело, непонятно, мы все разбирали, коллег постоянно спрашивали с управления региона, просили, узнавали, значит, каждый раз, конечно, административные ресурсы там начались, да, но что хотела бы сказать, да, госпаблики дали возможность. Мы изначально, когда вы помните, да, мы видели соцсети, Инстаграм, сейчас запрещенный получается, да, мы были самым популярным пабликом из ЛГВ. В Инстаграме было у нас 19 тысяч подписчиков. Вот, мы поэтому знали, как это вести, но было очень тяжело переориентировать наших всех граждан именно на точку ВКонтакте. И это действительно очень тяжело. Что мы сделали? Да, ну, получается, конечно, привлекли административный ресурс. Коллеги нас структуры помогали обучать наши правительственные организации. Как никогда наши правительственные организации, они же ведут как раз работу с гражданами. Да? Никто лучше не может рассказать о себе, тот, кто ты работаешь, это тот, кто именно рядом с гражданином. Мы, конечно, орган исполнительной власти, мы публикуем пресс-релизы, какие-то сухую статистическую информацию, но наше управление социальной защиты, да, в частности, если смотреть на анонимные, они ближе, они могут показать именно, как они взаимодействуют с гражданами, они близко, они все время каждый день с ними общаются, к ним приходят, спрашивают, да, и вот как вы видите, да, вот сейчас вот, видите кейс Венгрии. Таня очень активная, наш шеф работает в Венгрии, возглавляет сама, ведет госпаблик. Она сама делает посты, делает все эти вот идеи, да. У нас замечательный такой кейс у них. Это пивы. Пивы ВК. Это очень классный инструмент. Мы сначала думали о том, что как рассказывать о той помощи, о тех мерах поддержки, которые у нас есть. Начали сначала с простого, пресс-релизы, что-то рассказывали, информацию. Понимаю, что что-то не то. И когда Наталья начала вот публиковать вот такие вот простые, вроде клипы, когда граждане сами рассказывают о том, что они воспользуются этой мерой поддержки. Все вы слышали про соцконтракты, да? Это соцпомощь, которая помогает гражданину в трудной жизненной ситуации, да, начать свой бизнес, да, в том числе. И посмотрите, когда они сами рассказывают, что они воспользуются этой помощью, они доступно и прямо вот простыми словами говорят, как это им помогло. И действительно, вот такие вот короткие видео, они снимают сами, да, это вообще просто классная тема. И мы, вот умеренные у нас плавно, и они публикуют. Мы, конечно, тиражируем эти моменты, да, потому что такие истории, когда гражданин сам рассказывает, как помогло государство, да, какие меры есть, и что из этого они получают, это очень классная история, и они действительно делятся этим, и сейчас все активнее участвуют в наших проектах, когда рассказывают, какую меру поддержки они получили. Да? Мы сейчас хотим это все дело продолжать. У нас Наталья, она очень активная, творческая, мы просто обожаем ее. И она у нас тоже сейчас подключена к ведению нашего госпаблика Минтруда. Да, мы сейчас уже начинаем совместные такие проекты. И в дальнейшем мы будем развивать проект именно когда гражданин сам рассказывает о том, какую меру он получил,
и что это ему, как это на него повлияло. Это вот очень, очень классно, посмотрите. Вот. Нет такого, что да, там, у нее были очень хорошие истории именно бизнеса ведения. Полное представление о том, как будет работать ваш бизнес, основанный на вашем любимом занятии или хобби, все будет гораздо проще. Социальный контакт дает огромные возможности не только заниматься любимым делом, но и зарабатывать на этом. Благодаря социальному контакту я смогла повысить свой уровень жизни. Сегодня я прочно стою на ногах и уверена в завтрашнем дне. Сегодня я зарабатываю и наслаждаюсь своей работой. А вы до сих пор ходите на любимую работу и мечтаете На самом деле, если мы посмотрим по просмотрам, они действительно, цифры говорят сами за себя, и ВК-клипы — это очень хороший инструмент для продвижения, там есть даже шаблоны, но если у вас есть запрос на обучение от СУРа по ВК-клипам, поэтому мы всегда открыты, можете нам написать в нашей группе, мы обязательно организуем обучение, вебинар или семинар. Так, в ВК на самом деле есть шаблоны в разделе ВК-клипы, и там не очень сложно, можно попробовать загрузить и использовать этот инструмент. Ольга, спасибо большое, что вы пришли, представили Наталью, рассказали. Спасибо большое. Так, ну мы будем завершать наш этот блог. Я сейчас